В Хеме сейчас. Поднимаемся на гору Хайракан. Бежим к финалу сезона. Дорогие друзья, мы начинаем наш путь на вершину священной горы Хайракан. Ну да, надеемся, что хоть сберемся туда. О, вертолет. Было бы классно, конечно, на вертолете сразу до вершины сгонять. Но мы любим преодолевать трудности. Гора Хайракан, она не всем дает себя покорить. В некоторых местах настолько суровый спуск, что приходится прям вот так руками себе помогать, чтобы подниматься. Здесь очень страшно проходить, дорогие друзья. Сбоку казалось, что нормальная дорога, а нет. Она такая крутая, так и норовит быть крутой и безбашенной, как я. Мы понемногу приближаемся к месту, где можно заснять какие-то красивые кадры. Пусть даже на нашу экшн-камеру, но нормально. И вот. Все-таки эта гора такая очень величественная, и сразу видно, что она очень гордая. Гордый дух в этой горы. Она не любит, когда по ней просто так кто-то взбирается. Нужна какая-то миссия, а у нас, дорогие друзья, миссия созерцать нашу любимую республику во всей ее красе. Под наименованием Хайракан есть и село, и священная гора. Про село вы видите информацию слева, а про гору можно поподробнее. Одно из самых святых и почитаемых мест в Туве. Гора священна, как у шаманистов, так и у буддистов. Шаманы совершают у подножия этой горы свои обряды. В 1992 году она была выбрана как особое сильное место и освящена Далай-ламой XIV. Овеянная множеством легенд и сказаний, Хайракан манит путников и туристов в свои объятия. По легенде, эта гора образовалась в результате того, что обнялись мать и дочка. Дочку выдали замуж за хана, который ее обижал. В общем, она не была счастлива с ним в браке. Плакала. Мама услышала ее плач, прибежала к ней. Бежала. Пока они бежали, их увидела богиня. Я, честно, не помню сейчас, какая богиня. Она очень разозлилась и пустила в них стрелу, которая должна была превратить их в камни. В итоге они успели обняться и застыли горой Хайракан. Одна из легенд гласит, что много лет назад эта гора была одета тайгой. Жил у подножия молодой охотник со своей старой дряхлой матерью. Старуха умела колдовать. Однажды ее сын отправился на охоту. В тайге он выследил марала, подкрался к нему и прицелился. В это время на него напал медведь, разорвал и утащил в свою берлогу. Обеспокоенная мать ждала сына 2 дня, а на 3-й не вытерпела, стала колдовать и узнала страшную правду. Разгневанная старуха напустила на гору грозу. Загрохотали, загремели громовые удары, копья молнии прорезали небо, заполыхала тайга и сгорела вместе со всеми ее обителями. С тех пор гора стоит голая, безжизненная, и зовут ее Хайракан, то есть медведь. Мне немного страшно, если честно, спускаться по этой. Еще ты когда держишься за эти скалы, они еще не прочные. Вот видите, тоже как бы чисто для поднятия духа. Держишься за них.
Да. Фух, нормально. Что не сделаешь ради контента, да, качественного. Ой. Ну, конечно, спускаться тяжелее, чем подниматься. Так и в жизни бывает. Смотрите, я согласился за скалу, она просто отлипла от горы. Я вновь встретился со своей командой, друзья, да, я перешел в то место, где невозможно было работать одной рукой. В попытках схватиться за землю я схватился за хараган. Она мне проколола руку в куче разных местах. Но ничего, ради контента для вас. Алло, Алёша Сергеевич? Ки мендирмани. Кажангайсыздар? Амжет берсер бе? Ча, манап тұрмыз. Қайдадыр? Амжет бер болды. Сайдаша, скажи что-нибудь, пожалуйста. В общем, дорогие друзья, У Сайдаши голос потерялся, и поэтому за него скажет Арсен. В общем, дорогие друзья, мы сейчас находимся в наипрекраснейшем живописном месте под названием гора Хайракан, Улукхемский Кожун. Ваши комментарии. Комментарии. Вот, Сайдаша с собой в гору брать, ну, можно. Буяна с Арсеном уже под вопросом. Да, друзья, красивое место, невероятное, только я не знаю, как теперь спускаться. Я с тобой. Помогите! Не кричи в горах, брат! Мы идем на спуск. Вот, ребята отсняли свой материал, тоже спускаются. И получается, ну, мы не взобрались на самую вершину горы Хайракан, но мы поняли ее величие из того, что мы имеем сейчас. Покажи трешкаш. Олдыр бе? Дорогой друг, нам нужно идти вперед. Нас тут союзники, им нужна наша помощь. Нужен. Очень опасно. Нужно их обходить. Эти кусты очень опасны. Ой, мальчики.
Осторожно. Эти кусты очень опасные. Если ты упадешь, ты превратишься в лепешку. Осторожно. Здесь есть дорога. Здесь есть дорога. Эти кусты очень опасны. Здесь есть дорога. Я же говорил, что эти кусты очень опасны. Осторожно. Путник, нам нужно идти быстрее. Дорогой друг, у тебя очень мало пропитания. Пользуйся с толком. Нас ждут наши союзники. Этот куст очень опасный. Здорово, я сейчас в Улукеме. Союзники уже близко. Сразу возьми за основу, знаешь, я не твой лапенка, и ты не моя особа. Просто танцуй и больше ни слова. Ты не дотрогай, я не дотрогал. Ведь я самый культурный из всех тут. Пока облетаю на баре, не дало эффекта. Осталось дождаться момента, чтобы сказать тебе. Шаганар – административный центр Улухемского кочевания. Был основан в 1888 году, а городом стал спустя 57 лет. Название от гидронима реки Цаганары, монгольское Цаган, белый, арак, сухое русло. Наконец-то мне вернули мою работу. Ведение влога. Так, мы только что были на горе Хайрыкан. Мы сейчас в Шаганаре. Вот, смотрите. Сейчас мы поговорим с местными. Здравствуйте, девчонки. Где мы сейчас находимся? Как этот город называется? Шаганар, да? Как дела ваши? Нормально. Что-то погода не очень, да? Ну, что-то тут особо необщительные девчонки попались. Ну, ничего страшного, ладно. О, вы местная? Это наш 4-й кожун. В нашем проекте покоряет Туву. Очень холодно, дорогие друзья, одевайтесь. Я грязная, что ты не сказал? Она всегда грязная. Ничего, всегда об этом говорить, что ли? Просто... Ё-моё! Так, сейчас мы идем кушать. Тишки, чем занимаетесь? Сделай еще раз, пожалуйста, вот так вот. Я вот так не умею. Жестко, это какая-то мелодия, да? Как тебя зовут? Тебя зовут Наир, меня зовут Арсен. Привет. Сколько тебе лет? 5. А, тебе 5 лет, ну классно. Хорошо, давай, будь здоров, расти большой, будь сильным, окей? Это Наир, красавчик. Он только что продемонстрировал песню, которая была когда-то популярная, типа... Ну, конечно, он жестче делал. Я так не умею. Улухемский кожун образован в 1923 году и расположен в центральной части республики. В Улухемском кожуне 1 город, 9 сельских поселений и 10 населенных пунктов. Административным центром является город Шаганар. Эки хүннүн мандзле эргимчановус. Бөхэн болза пистер Алёша Сергеевичтер баштангжус. Я же сколько раз тебе говорил, что я Сиренович. Я Алёша Сиренович. Выключи камеру. Алёша Сиреновичтерге спорт мастери деп садыдан касатныр. А биочистка ковров, чё? Сколько раз говорил? В качестве директора телеканала БТРК я так и не понял, что мне нужно делать. Поэтому записывайтесь на биочистку ковров. Вот тут вот будет вся информация. И если вы хотите стать лучше, нужно быть лучше.
Дорогие друзья, сейчас мы пришли в молодежный сквер города Шагонара. Вот, собственно, видите, площадка спортивная. Практически в каждом объекте, субъекте нашей необъятной республики имеются такие спортивные площадки. И это очень радует. Видите, количество и качество тренажеров просто поражают. Здорово, пацаны. Здорово. Че, как тебя зовут? Айдус. Айдыс? Не Намчикол, случайно? Шутка. Да, кстати, ты очень сильно похож на моего братана, на моего сына, его зовут Айдыс Намчикол. Тебя как зовут? Апел Дамерлан. Апиел Дамерлан, да? Здорово, меня зовут Арсен. У нас проект называется «Покоряю Тыву». Мы ездим по районам, покажу нам. Чем занимаетесь? В каком классе? Что делаете? Учитесь? В 5 классе мы в 8 утра учимся. Вы типа одноклассники, да? Да. Вы прям друзья, наверное, да? Да. Ну хорошо, ладно тогда. А что вы маски не носите? Знаете, что сейчас ковид? Да. Ну а что тогда не носите? Дома забыли. Ну хорошо, ладно, носите, ладно, а то потом покажем в передаче. Родители вас узнают и скажут, что маски не носите. Ладно, пацаны, одевайтесь теплее, ладно, потому что сейчас очень холодно, осень, сами понимаете, видите, вон там вот эта шняга, как это, листья, да? Да. Так что давайте, пацаны, будьте здоровыми, занимайтесь спортом, да, и этот. Я занимаюсь спортом. Чем занимаешься? Чем занимаешься? Боксом. Боксом, нифига, красава, я тоже боксом занимаюсь. Красава. Что, есть разряд уже? Ну, конечно, нет, ты же еще маленький. Красава. Ты левша или правша? Правша. Правша, да. Твой любимый боксер? Хабиб Нурмагомедов. Ну, Хабиб Нурмагомедов не боксер же, он же боец ММА смешанного стиля. Вот, например, мой любимый боксер это Флойд Мейвезер, да, или Гильермо Ригондо. Занимайся боксом дальше. И ты тоже, братан, давай, иди занимайся боксом. Бокс это тема. Я прям люблю бокс. Давайте, пацаны, одевайтесь теплее, да, слушайтесь родителей, делайте домашние задания и не прогуливайте уроки. Ясно? Да. Все, давайте, пацаны, спасибо вам. Пообщался с пацанами, побазарили с ними о жизни. Вообще ровные пацанчики. Айдыс и Дамерлан попел. Вообще красавцы. Мы сейчас пришли в район 45-го магазина. Мы вроде бы как в Кызыле, но мы не в Кызыле. Мы, оказывается, в Шагонаре, да? Не, на самом деле, дорогие друзья, тут район Южного немного напоминает. Там вообще аллея, где дорога напоминает правый берег. Я немножко в замешательстве на самом деле. В связи с тем, что наш директор Алеша Саренович ушел на БКТРК, новым директором канала становится и я! Телеканал 2.17 сейчас начинает свой новый рассвет. Ждите нас в следующем сезоне. Погоди, а что, машина уехала, что ли? В смысле, куда он? Да он, наверное, заправиться едет. Наверное, заправиться. Да не, он по-любому заправиться уехал. Я надеюсь на это. Да, наверное, не знаю. Позвони ему. Телефон же есть. У меня сел телефон. Че ты снимаешь, блин? Уже как-то не смешно. У тебя телефон что? У меня тоже связи нет. Принес вести? Да. Это правда? Это действительно так, да? Действительно так. Это на самом деле последний выпуск сезона.
Вам доказала? Садитесь, присаживайтесь. Здрасте. Ты ж потом меня до Кахима доведешь, да? Я, если что, бензина докину тебе. Конечно. А Буяна Меня в да? Сукпак, да. Ну, вот как раз недалеко. А вам докуда? Меня в городе где-нибудь высадишь, ладно? Ну там где-нибудь ближе к детскому миру. Ну, все, окей. Я хотел про следующий спросить, когда... Или не приедем уже? Ну, завтра поговорим, наверное. Так-то сегодня очень продуктивное время провели, да? Да. Слушайте, а где девушка-то? А вы что, нас приехали? А где девушка-то? А где девушка-то? Езжай, ты ж, пожалуйста, иди.